вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 4 июля. Это 858-й день аннексии Крыма. 213 человек погибли, еще более 200 госпитализированы. Такие последствия крупнейшего в этом году теракта в Багдаде. Ответственность уже взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В ночь с субботы на воскресенье в центре района Карада взорвался автомобиль с взрывчаткой. В преддверии большого праздника Эйд-аль-Фитр, которым закончится священный месяц Рамазан, правительство объявило трехдневный траур. Жители столицы Ирака вечером 3 июля почтили память жертв теракта. По словам спасателей, среди погибших были целые семьи. Многих так и не удалось опознать. Люди перейшли, аби купити одяг на свято. Замість того тепер вони купують труни і савани для загиблих. Хай Господь покарає тих, хто винен у цьому. Ми сумуємо за жертвами цього нападу, за цими невинними людьми. На жаль, нещастя трапилося у ніч приречення, коли Господь відкрив Мухаммаду Коран. Я не знаю, що сказати, це жахлива подія. Кінець Рамадану всі відзначатимуть зі смутком. Більшість людей у тих будинках – це були молоді люди, не старші 30 років. А урядовці сидять у своїх кріслах і ніяк не реагують. Комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по Крыму, осуждающую аннексию России украинского полуострова. Документы о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму, нарушение прав крымско-татарского населения была внесена на рассмотрение ассамблеи украинскими представителями. Российская делегация отказалась участвовать в обсуждении проекта резолюции, объяснив это тем, что документ якобы не объективен и имеет антироссийскую направленность. После этого они покинули зал заседаний. Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Тбилиси с 1 по 5 июля. В оккупированном Крыму у домов крымско-татарских политзаключенных прошли молебны. В доме арестованного Ремзи Меметова вчера организовали дуа, в котором приняли участие первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял, заместитель председателя Меджлиса Эльми Умеров, адвокат Эмиль Курбединов, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев и другие. Мы не делимся ни на кого. Мы все вместе как один организм и отвечаем словам посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал, что мусульмане в своем единстве подобны организму, да, и если один из органов заболеет, то все тело отзывается лихорадкой. Хвала Аллаху, что мы сегодня в таком положении. Мы просим Аллаха, чтобы он ускорил возвращение моего отца, моих МДшек, которые уже на протяжении достаточно долгого времени находятся незаконно в местах лишения свободы. Пусть Аллах ускорит возвращение тех ребят, которые пропали сегодня. Пусть Аллах вернет в дома их семей, их живыми и здоровыми. Аминь. Пусть Аллах, просим Аллаха, чтобы Аллах нас также сохранял во все времена в таком же единстве, потому что только в единстве у нас будет сила, и только в этом положении мы достигнем успеха. У дома еще одного политзаключенного Энвера Мамутова в Бахчисарае собралось более сотни людей. Его, а также Ремзи Меметова обвиняют в причастности к деятельности запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Сегодня молебен состоялся и в доме Муслима Алиева в поселке Верхняя Кутузовка. Его также обвиняют в связях с Хизбут-Тахрир. В Симферополе полиция сорвала пикет в поддержку крымчан политзаключенных. Несколько человек пикетировали здание ФСБ крымской столицы с плакатами в поддержку заключенных в России режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко. Через несколько минут на место проведения митинга прибыли сотрудники полиции. Организаторы акции заранее сообщили оккупационной власти о намерении провести мероприятие, но их инициативу проигнорировали. Позже в центре города организаторы акции задержали для дачи показаний. Могу увидеть организатор данного мероприятия? Я подавал уведомление. Очень приятно. Моя фамилия Гапанович Константин Валентинович. Я начальник отдела охраны общественного порядка города Симферополя. Я, Алексей Шестакович, подал уведомление. Замечательно. Могу показать, если я желаю.
Я согласован мероприятие? Я послал по почте уведомление получил. Получил письмо от Совмина, то, что они переслали кому-то там. Но они не вышел на связь, у меня с ними контакта нет. А почему вас задерживают? Я не знаю, не задерживают. А Их же не задерживают? Нет, приглашаем для дачи объяснений. Пусть вот у тебя Путин будет. Я пока к себе. Так, а дайте какую-нибудь ручку, бумагу, если что. Если есть. Бумаги. Дадут. Накануне встречи односельчан в поселке Айсерес обесточили мечеть. Старинный храм восстанавливают силами жителей села. Ежегодная встреча односельчан состоялась в воскресенье, а свет отключили в субботу. В мусульманской общине Айсереза сообщают, что имеют на руках гарантийное письмо от коммунальщиков Судака о том, что до 31 декабря этого года свет отключать не будут. Очередной поклонный крест хотят установить на въезде в Симферополь в микрорайоне Каменка. Это массив компактного проживания крымских татар. Местная мусульманская община выразила свой протест и обратилась с соответствующим заявлением в Духовное управление мусульман Крыма. Муфтиат, в свою очередь, также выступил с протестом. По инициативе казацких общин на территории полуострова с 2000 года были установлены десятки поклонных крестов. Это вызвало возмущение у представителей других конфессий. Кирчане больше не ждут ремонта дорог от оккупационной власти Крыма. Один из водителей решил своими силами и за собственные деньги провести ямочный ремонт на участке трассы в районе поселка Джамушкай. Самостоятельно засыпаем ямы. Ямы глобальные. На дороге Юркина-Керчь. Аджимушкай. Дорога разбитая полностью. Собственными руками. Покупаем за свои деньги. Асфальт. Засыпаем ямы, поливаем. Куда смотрит наше правительство и наши ЖЭКи, неизвестно, дорожные службы. Находимся мы в России. Вот такая у нас Родина-мать. Создание крымско-татарской автономии не приведет к федерализации Украины, а межэтнических проблем на полуострове станет меньше. Такое мнение высказали эксперты Юлия Тищенко из Украинского независимого центра политических исследований и Наталья Белицер из Института демократии имени Пилипа Орлика. Мировой опыт доказывает, что можно иметь унитарное государство с национальными автономиями, а крымские татары, как коренной народ полуострова, имеют право на самоопределение в рамках Украины, уверены спикеры. Это позволит им развиваться как отдельная нация с равным количеством представителей на всех уровнях власти, предоставит гарантии защиты и развития родного языка, средств массовой информации и системы образования. Перед нами історичний шанс не просто ситуативного партнерства, співробітництва з кримськими татарами, ну, знаєте, за спрощеною схемою ворог мого ворога, значить, мій друг. А перед нами унікальний історичний шанс зміцнити обидві нації в межах однієї політичної нації. Згадайте хоча б Конотопську битву знамениту. Коли разом воювали, то змогли 150-тисячне московське військо подолати. Перегляд або наповнення сьогодні Кримської автономії новим сенсом – це один із етапів того, що можемо називати деокупацією Криму. Це не значить, що українців там, чи росіян, які проживають в Криму, там щось заберуть обсяг їх прав. Ні. Розумієте, це навпаки створення для них потенційно більш доброго, гарного середовища. Якщо ми забезпечимо різним групам, проживаючим в Криму, дійсно підстави для збереження дійсно рівності, тоді і проблем міжетнічних буде менше, як не парадоксально.
Розумієте, їх буде менше. Чому? Тому що буде менше приводів для висловлювання там незадоволення. 365-ю годовщину битвы под Берестечком отметили в селе Пляшево Ровенской области. Там летом 1651-го сошлись армии Богдана Хмельницкого, крымского хана Исляма III Герая и польского короля Яна Казимира. Почти 10 тысяч человек почтили эту дату в историческом заповеднике Брестской могилы. Более 3 веков назад именно на этом месте их предки воевали между собой. Теперь крымские татары, поляки и украинцы оставили позади совместные обиды. Их объединил общий враг. Ми їхали сюди, говорили, що цієї війни не виграв ніхто. Народи наші програли, тому що на нашій крові виросла Московська імперія, яка потім просто нас поглинула. Поки змагалися між собою кримські татари, українці, поляки, Москва укріплювалася. І потім поодинці вона розбила всі ці державні утворення, Речь Посполіту, потім Запорізьку Січ, а потім вже настала черга Кримського ханства. В этом году на месте, где во время Берестейской битвы стояло крымское войско Исляма III Герая, местные казаки установили памятный камень. Я шокований такою поважністю місцевих людей щодо подій 365-річної давнини. Я ще раз хочу сказати, є наукові дискусії не більш, але от сьогоднішні люди дуже поважають всіх тих, хто був в цій битві. На цьому місці, де такий камінь встановлений, створити щось таке більш поважне до пам'яті тих військових, кримських татар, які тут стояли, і те, що буде об'єднувати цих людей. Можливо, ми тут зробимо невеличке дюрбе. Стояв хан і стояли татарські війська, а вже ось як дорога йде, і правіше від дороги, де цей лісочок, там стояв Богдан Хмельницький з військами, і все поле битви відбувалося в напрямку, де зараз от монастир. Тобто поле битви самої знаходиться від нас, це 1,5-2 кілометри. І з цієї гори було дуже добре видно, як відбувалася сама битва. На месте, где происходила сама битва, обосновались современные казаки. На въезде в казацкий лагерь разбиваются флаги всех участников битвы. У нас були тут прапори український, польський і татарський був. І я вам скажу так, що татарського і польського вкрали. Український залишився, козацький, а татарського і польського вкрали. До цих пір ми не знаємо, хто. Хтось собі на пам'яті взяв, певно. От така історія була. А так, ми зараз, як то самі знаєте, що ворог в нас один, що татар, що українців, що в іншого всього світу. Люди гуртуються і починають щось робити, щоб того ворога прибрати з своєї землі. В казацком лагере придерживаются традиций. Варят кулеш по старинному рецепту. Спочатку кладеться сало на дно, потім м'ясо вижарюється, воно все в собственному соку, потім цибуля, морква, перець, сіль. Коли воно вже стушкується, тоді цибуля, морква стушкується, заливається вода і додається пшено. Потім вариться, даються яйця, збивається, вливається потихеньку, і зелень всяка. І потім він умліває, стає нормальна, ситна каша, таку, яку їли козаки і мали здоров'я бити ворогів. На месте битвы рядом с казацкими саблями и пушками современное оружие. Алексей Вевтузик воевал на Востоке. Говорит, казацкий дух есть и в современных воинах. Я був в добровольчому батальйоні, паралелі були прямі. Тобто це те саме вольовий дух козацький, який не помер через століття, з нас його не вибили. Українці войовнича, сильна, незалежна, горда нація. І є в нас достатньо героїв, сильних людей, які готові оборонити свою державу, свою сім'ю, свою домівку. На праздновании годовщины битвы в заповеднике казацкие могилы почтить память предков собралось около 10 тысяч человек. Наталья Калинка, Эдем Ситаров, Заман, АТР. В Киеве отпразднуют окончание месяца Рамазан. Ассоциация мусульман Украины вместе с землячеством крымских татар приглашают на праздничное мероприятие по случаю праздника Ураза-Байрам. Рамазан – это священный месяц для всех мусульман. В течение месяца верующие соблюдают пост Ураза, воздерживаясь от приема пищи и питья от восхода и до заката. Праздник начнется завтра в полдень на территории экспоцентра Украины по адресу проспект Академика Глушкова, 1.